утвержденного бюджета Гульшат на этот Хадаровна, год. я специально ходил на комитет, задавал вам технические вопросы, и вы не смогли ответить. Поэтому я понял, что не вы написали законопроект. Извините, я Дастан вот Далабаевич, из давайте ответов свои ваших огульные понял. обвинения оставите при себе. Вот Ну, не давайте имейте... тогда я вам технический вопрос задам. Я вам уже сказала, что вносятся Нет, хотите, технические давайте поправки ко второму... Можно я отвечу? Я в 2017 году предлагал законопроект, депутаты не поддержали. Через судебное решение надо только. Только через судебное решение. Не может Министерство культуры, специалист, вот сидеть ведущий специалист и определить, это достоверная или недостоверная информация, ложная или не ложная. Потому что сегодня можно сделать ее, что якобы она действительно, а послезавтра она кажется ложной. Только суд вправе решать это, только суд. Дастан Далабаевич, я хочу на этот вопрос вам ответить. Вы бы внимательно прочитали законопроект, там написано досудебное решение данного вопроса и судебное решение данного вопроса. Если досудебно, тот человек, который разместил эту информацию, он приходит, жалуется в суд. Кстати, это право есть и у обоих сторон. Кто подает и на кого подают, Дастан Далабаевич. Это не относится вообще-то к фейковым аккаунтам вообще. Сейчас дается возможность остановить именно недостоверно. Можно я буду говорить, пожалуйста? А можно я отвечу Ну, до я конца? вас очень прошу, вы перебиваете, и у меня время Почему? уходит. Вы закончили, я отвечаю на ваш вопрос. Гульшат Хадыровна. По решению суда. Гульшат Хадыровна, Гульшат давайте Хадыровна. я выступлю уже. Я не буду вам вопросы задавать. Я же отвечаю, как вот просили. Беріңіз. Только решением Я считаю, что суда. этот законопроект работать не будет. Почему? Потому что в Российской Федерации приняли в 2016 году, он до сих пор не работает. По экстремистской деятельности у нас уже урегулировано. По фейковым информации, я согласен, бороться надо, но есть для этого гражданский кодекс. Это очень дорого. Сейчас во время коронавируса в бюджете таких средств не заложено, понимаете? Потом телевидение через интернет, который идет, сайты новостные, которые через интернет идут, разных государств, все это будет замедляться. Когда идет попытка контролировать трафик, идет автоматическое уничтожение скорости, будет уменьшение скорости. Facebook, Twitter, соцсети, одно дело то, что вы хотите приостановить для контроля, людей ограничить, да? У нас госслужащие, их армия госслужащих, они высказываются только через соцсети, к сожалению, анонимно. И самый основной момент, вы как представитель бизнеса, сейчас бизнес уходит онлайн. 10 секунд. Сейчас бизнес уходит онлайн. Мы в коронавирус пытаемся их стимулировать. Давайте, ребята, вице-премьер выступает Асрандиев, уходите онлайн. Как они будут выходить онлайн, если вы пытаетесь замодерировать? Дастан Далабаевич, я читала тоже информацию, там, я не знаю, кто там, собачка, цветочек был, без имени, без отчества. И там было написано, что вы проплачены Америкой, и что здесь есть человек, который вас проплачивает, и вы протягиваете законы за деньги. Я верю тогда этой информации? Потому что, вы же сказали, что свобода слова, и значит, это правда, что вы проплачены. Ирина Григорьевна, я вам все проплаченные деньги дарю, если вы их найдете вообще. И могу пригласить вас к себе домой, вы, чтобы посмотрели, как я живу, чтобы у вас мыслей и мнений не было. Вот я говорю, вот у меня только одна квартира, не знаю, как вы обогатились за время депутатства, и как вы летали в некоторые страны, я тоже не буду говорить, я не буду на личность переходить. Одну я вещь скажу, никто не боится. С фейками надо бороться. Я один из методов предлагал, ваш комитет в том числе не поддержал. Вы сейчас предлагаете модерирование. Это совсем другое.